Ну что, всем привет! Как вам атмосферка? Сегодня у нас вечер. Смотрите. Движение какое на Кирова. Рядом с первой поликлиникой. Туманище страшный. Видимость минимальная. О, машина буксует. Хочет проехать, ни черта не получается. Что-то у нее проезжает. Тут пробки. Смотрите, сколько машин. Жуть. Просто жуть. Несмотря на морозик, у нас сегодня под 50 минус 50 градусов, минус 48 объявляли официально, но в аэропорту температура там обычно ниже, там 51 было на термометре, говорят, люди показывали, поэтому вот так, короче, у нас где-то минус 50, туман сгущается. Что будет завтра, не знаю. Люди, видите, да, из тумана вылазят. Вот так вот. Ну, а мы с вами немножко погуляем по замерзшему холодному Якутску. Сегодня у нас вторник. Да, резко температура упала. Вчера буквально было сколько? 40 минус. А сегодня уже минус 48. Сегодня объявлен актированный день. То есть, когда этот день объявляют, там школьники не идут в школу. То есть у них онлайн обучение. Ну, сейчас как принято. Ну и там еще по температуре для разных классов. То есть для первого начальной школы там температура, по-моему, достаточно минус 45, когда ниже опускается. Актированный день считается. А уже когда за 48, за 49, там уже, по-моему, все школьники не идут никуда. Ух, хорошо. Как в парилке просто. Как в парилке. Вот это перекресток улиц Кирова и Пояркова. Чтобы людям не мешать, в сторонку отойдем. 5 смотрит, спасибо, 4 лайчочка. Вот так вот машины скрипят машины. Смотрите. Зданий не видно никаких. Что вот. В тумане. Так, где там у нас? 36 секунд еще стоять надо. Эти только поехали. Ну, смотрите, любуйтесь. Все для вас. Пока помолчу немножко. Наблюдайте. Пишите что-нибудь. Когда напишите, я увижу. На мне рукавицы, конечно, надеты. Поэтому не могу никак управлять экраном. Так, все, пошли. Пошли с вами. Люди все в пуховиках, унтах. Машина. Так, 9 секунд, давайте поторопимся. Здесь. Так, давайте вон туда перейдем, через этот переход. Зайдем там в ателье «Силуэт», погреемся.
Смотрите, как расплывается вот там вот фонарь, расплывается. Что такое? Видимость, я не знаю, метров 50, наверное. Сегодня аэропорт вообще работает, нет? Открыт, вернее. Так, пошли. Ой, извиняюсь. Так. Ну что вам еще рассказать-то хорошего? Ну вот, врубило так вот резко. Минуса у нас. Ну, естественно, там метеозависимые люди, они ощущают изменение давления, вот это все. У кого-то голова может болеть. Такие дни, когда вот так вот резко температура понижается. У меня, слава богу, такой зависимости нет, поэтому я особо не ощущаю. Хотя все равно поддавливает. И немного хочется куда-нибудь прилечь. Так, сонное состояние. Туда можно, кстати, зайти, погреться. Телефон сейчас вырубится. Ладно, мы дойдем до всего-то, там зайдем. Там погреемся. Там можно походить немножко. Ох, хорошо так. Класс. Незабываемые ощущения. Ну, на мне маска вот эта вот защитная, так, медицинская. Поэтому она, в общем-то, ну, защищает. Ага. Но одновременно, в чем весь прикол, дышишь, под ней влага собирается. Влага. Я даже сегодня ходил, когда днем, у меня такая сосулька снизу выросла, приличная, вот от этого воздуха, который, ну, он же влажный, которым мы дышим, значит, вернее, который из легких выходит, влажный, и вот эта вся влага, она собралась внутри. Пока капала, видать, вот замерзла. Вот тут у нас, пожалуйста, новогодние елочки, новогодние рождественские. Там телевизор рекламу показывает, но это силуэт. Вот по QR-коду, кстати. Поэтому надо с собой носить обязательно либо бумажку, либо телефон. На телефоне иметь. Давайте зайдемте, погреемся. В общем, смотрит, так и немножко прикроем. Ой, чтобы руку освободить. Не в ту дверь, думаю. В эту. Все замерзает. Чертям, значит. Надо походить? Кажется, не охранник. Охранник куда-то убежал. Походим немножко. Смотрите, какая здесь инсталляция интересная. Хо-хо-хо. Видите, да? Какие-то шарики здесь прикольные, вот такие вот. Большие. Можно здесь сесть и вот с этим мишкой сфоткаться. Прикольно, да? Что он делает? Нормально, да?
хочу на второй этаж подняться. Просто погреемся. Телефон погрею, чтобы не отключился он раньше времени. Так, идти, если по улице, он замерзнет просто через 10 минут и все. Нифига не получится. Какая-то силка. Ё-моё. Дали, да? Инсталляция с подарками даже. Вот. Вот это имеешь в виду? Так. Ну и здесь всякие магазинчики. Всякие разные с одеждой. И так далее. Тут батарейки продаются, пожалуйста, ремешки, кстати. Ремешки для часов. 500 рублей. Так. Времена года. Тут что такое? А это для рукоделия, что ли, всякие. Такое непонятное. Лапландия. А, это вот Лапландия. Шубки. Скидка. Вот сейчас как раз для модников, для модниц. Такие вот шубки норковые. Можно себе подкупить. Или это что, выдра? А, нет, норка, да? Писец, норка, выдра там и так далее. Всякие разные шубейки. Шапки тоже вон в большом ассортименте там. Вот сами понимаете, какие на них хорошие. Там белочка стоит. А тут что у нас? Салон цифровой техники. Девайс ЕКТ. Ух ты, какой у них тут главный. Что такое? QR-код. Смотрите, QR-код даже есть. И тут всякие штуки разные продают. Аниме фигурки. Игры для PlayStation. Сами приставки. Всякие аксессуары к ним. Здесь что? Ну понятно. Гаджеты разные. Даже компьютеры здесь продаются, ноутбуки. Дешевые какие-то по 14 тысяч. Это бэушные, да? Видите, кто-то там вызванивает меня, когда не надо. А, это БУ, все, техника, поэтому такая цена бэушная. Поэтому вот у кого бюджет ограничен, можно в принципе сюда прийти и выбрать, сколько у них здесь. Так, возьмите шубки, посмотрели. Здесь ириска. Детские товары, да, эти? Точка зрения, часы, очки, это говорит, очки, чистка. Здесь еще какие-то магазины. Гаджеты. Тут что такое? Какой-то все, вот и тут
Дальше тупик. А теперь можно, по-моему, тут выход есть. Здесь можно спуститься. Или наверх подняться. Но я не буду наверх подниматься. Мне жарко. Достаточно жарко. Так. 7 смотрит. Замечательно. 7 лайков. Это типа это под этот керамогранит, или как он называется. Под кирпичики. Кладка такая прикольная. Толщиной она, в принципе, толстая. Окажется, как будто бы камень. Да, вот такая, если на голову свалится, да, плитка, она же тяжелая. Мало не покажется. Поэтому их надо приклеивать надежно, а то они, говорят, отваливаются, падают, что-нибудь ломают. Так. Угу. А, тут само ателье вот это. Силуэт. Вот у них здесь слева, справа залы, где шьют одежду, пошивочные цехи. Вот, да. Угу. Вот сколько швейных машин. Здесь тоже мелкий ремонт, легкая одежда. Здесь тоже зал. Пошив и ремонт головных уборов. Здесь вот из кожи. Из кожи. Так что если у вас какая-то одежда есть, которые вы хотите или перешить, или отремонтировать, вот сюда можно прийти. Здесь тоже зал есть. Так, ну что, и тут даже лифт есть. Будем выходить. Прикольная елка, вот такая вот. Смотрите, какая елка. Классная. Так, и выходим. Не хочется выходить, ну что сделаешь? Приходится. Так. Ветра особого нету, поэтому туман стоит. А когда ветра нету, в принципе, мороз не как бы он ощущается, конечно, но не так сильно, да? Либо ветер был. Такая особенность как бы климата, но все равно, если, не дай бог, выйти без одежды, как-нибудь легко одевшись, то вас заморозит моментально. Здесь интересная вот такая вот инсталляция. Это колледж. Здесь вот они занимаются всякими поделками. Смотрите, олень, еще что-то здесь. А этих отключили. Этих отключили. Вот. Идем дальше. Как называется? Якутский колледж технологии и дизайна. А, понятно. Колледж технологии и дизайна. Это у них вход. Интересно, у них оформлены вот эти вот окна. Вырезают. Сидят, вырезают, и так это получается на разные темы сказочных героев мультфильмов. Так, и вот давайте с вами еще куда-нибудь зайдем, да? Я туда ходил, сейчас вот по светофору, поэтому перейдем на ту сторону улицы Кирова, там я еще не был. Надо, по-моему, кнопку нажать, да? Точно кнопку надо. Вот так вот, ждите, видно, да? Я прикоснулся, но перчатку надо снимать.
переходим. Надеюсь, что там не сильно растет. А то я когда смотрю потом эти стримы, меня укачивает свои. Хотя там вибрация, тряска, все это дергается. Говорят, как бы помедленнее двигаться, но сами понимаете, как помедленнее. Если я буду медленно двигаться, я вообще качусь. Так, это какой-то Хамус, торговый центр. Давайте сюда забредем. Настоящие тиканы. Из гаджеты аксессуары Хамус. Музей центр Хамуса народов мира. А, вот кстати, смотрите. Оказывается, что здесь. Ладно, это надо сделать. Блин, дверь открывается. Не видим. Магазин. Дизайна, да? В Крыму сегодня первый снег. Привет, Уфа-Сити. Плюс 2 сейчас, на днях до минус 10 по прогнозу. А к субботе уже плюс 10. Ничего себе, как прыгает температура-то, а? Ё-моё. Быстро, как плюс 10, да? Это вообще жарко. У нас вот минус 49, минус 48 сегодня. Школьники не пошли в школу с 1 по 11 класс. Немножко постоим. Надо пройти цены, показать вам, что чего стоит. Так. Говядина 500 рублей. Говядина. Что там еще? Сосиски. Так. Основные продукты. Какие у нас? Кока-кола основной продукт, да? Вот Кока-кола 190 рублей, двухлитровая бутылка вот такая вот. Рублей, пожалуйста, двухлитровый котик. Так, еще что показать, масло растительное. Так, вот такое вот, да? Какое? Кто-то там сзади 139. А тут еще, слушайте, подешевле. Это сколько? А, тут 0,8, да? Sunny Gold. Вот такая вот литровая 159. Так, что еще? Елки здесь продают, что ли? Точно продают елки. Интересно, цены какие на елки. Ну, это из ПВХ. ПВХ. 2490 рублей. Вот такая. Это сколько? 180 сантиметров. Вот такая елка. 2500. Ну, в принципе, даже дешевле, чем на рынке, я бы сказал. Там что-то они вообще одурели с этими ценами. Ну, видать, точка активная, поэтому они там цены. А вот такая вот 1390. Ну, вот это нормальные, в принципе, цены. Хотя вот такая, по-моему, стоила 600 рублей пару лет назад. А сейчас уже в 2 раза больше. Дороже. Вот как деньги обесцениваются просто. А такая высокая сколько? 2993 тысячи. Это она высотой 2 метра 10 сантиметров. Еще вот такая для дома, ее этими самыми обвешать гирляндами, игрушками. Нормально. Пожалуйста, прямо в продуктовом магазине продают. Так, крупа гречка, вот есть 108 рублей килограмм.
такая вот. У нас 108 рублей. Так, а рис? Рис. 78 рублей краснодарский рис. 80 рублей кило. Так, молочко почем? Так, нормальное молоко тут есть, интересно. Вот этот домик в деревне получается, да, типа натурального, да? Он стоит 131 рубль, 2,5. Еще не посмотришь. Какое тут? Вот такое не молоко, да? Оно сколько? Что-то и цен даже нету. Но оно где-то рублей 60 вот такая. Так, сгущенка, 65 рублей вот такая вот столичная. С заменителем, да? Заменителем молочного жира это. Так, а вот такая вот 125, это цельная, цельная кровь, вот такое цельного молока, да, натурального, оно уже 125 рублей стоит. Что тут еще есть? Яйцо, да? Яйцо. Сколько стоит? Это только, кстати, магазин, да? Я понимаю. Так, яйцо куриное, отборное, якутская птицефабрика. 11 рублей 40 копеек, да? И за 10 рублей белореческая, 10 рублей первой категории. Так, что там пишет-то? Так, из пальмового масла, да. Да, ну вот у нас можно на рынке брать, в принципе, или вот в киосках, которые продают молоко с хозяйств местных, там натуральное молоко. Так, хлеб смотрим, сколько стоит. Хлеб социальный, 47 рублей 600 грамм. Ну, что такое, уже хлеб социальный есть, что ли? 47 рублей. Как-то социальный. Это что, социальная цена? 47 рублей? А немного ли для социальной цены-то, а не социальный хлеб сколько? Хлеб пшеничный 49 рублей. Ну что, практически. А вес здесь сколько вес-то? 800 граммов, а там 600 на 100 грамм. Так одна цена. В чем дело-то? Понимаю. Так, такая лепешка, да? 38 рублей. Лаваш армянский 38 рублей. Вес не написан. Сухари вон такие вот 114 рублей 300 граммов. 300 граммов 114. Булочки. Булочка такая вот 25 рублей. Одна. 100 граммов 25 рублей. Вот эти цен нету на них. Так, что тут еще есть интересного? Тортики. Тортик какой-нибудь 1000 рублей вот такой. 1055. Такой 640. 549. 635. 900 грамм. Ну, цены такие вот. А это что за? Это, по-моему, простой 1300, 900 грамм, 1335 рублей. Что так дорого? Как рубленый, по-моему, называется. 1335 рублей. Пельмешки. Цены разные. Пельмени с говядиной. Каких сейчас пельменей только нету, а? Слушайте. Столичные. С картошкой и мясом. Великосочные хинкали. А я, кстати, в светофоре хинкали купил. Надо будет их сварить, отварить. Так, что тут еще хорошего есть?
из продуктов. Рыба. Ну, почем рыба? Так, это что у нас? Хек. 249 рублей. Кило хек. Так, а это что? 715 помуль. 715 рублей. Вот такая рыбка стоит 662 рубля. Ой, это что такое? Что-то все помятая какая-то. 30 горбуши. Ну, она какая-то помятая вообще. Это что, кальмар? 269 рублей кило. Это что такое? А, форель. Форель радужной сетей 1190 рублей. Такой кусочек форели стоит перемороженный, да, смотрите. Он стоит 402 рубля. Ё-моё. Что за цены-то? Так, ну это креветочки всякие. Что такое? Филе тунца 995 рублей. 600 грамм 668. Тунец, да? Тунец дорогая рыба, я знаю. Так. Это что? О, креветки вкусненькие. Цена какая? Креветка тигровая, да? Без головы. Цена 479, 150 грамм. Нормально, 150 грамм. 479 рублей. А это что такое? Филе хека, да? Бухта изобилия. Филе хека 290-400 грамм. Так, компоты нас не интересуют. Так, вот фрукты, да? Фрукты. Так, 373 рубля мандаринки. Такие вот. Это эти марокканские, да? Марокко. С этим самым. Марокканский 173 рубля килограмм. Так, а яблоки 200 рублей. Вот такие какие-то непонятные яблоки. 200 рублей. Еще он ценник, типа желтый ценник, типа акция, скидка. Типа еще дешево. Успевайте брать. Так, а тут что у нас? Подарки. Сколько подарок-то стоит? Килограммовый 1345 рублей. Так, ну это водичка всякая. Пряники, печенюшки, соки. Сколько сок Рич стоит? Сок Ричи стоит 225 рублей. Вишневый. Литр. А фруктовый сок 120. Причем здесь не литр, а 950 миллилитров. Угу. Так, это, да? 198. Литр. Опять не литр. 971 миллилитр. Нормально, да? G7 195. 970 миллилитров. Нормально, да? Живем. Чикопай. Ну, чикопаем не питаются, но все равно. Пачка 235 рублей. 12 штучек. О, есть какая-то крутая, 260 рублей. С карамелью. Так. Чипсы Принглс, да? Сколько они? 216. Туба вот такая вот. 216 рублей. Здесь сколько? 165 граммов. 216 рублей. Это всякие вот эти вот. Вот тут кола подешевле. 139 рублей. Двухлитровка. А ее можно в городе еще дешевле найти. В принципе. Так, это что тут? Тут всякие товары. Порошки стиральные. Так, а тут что? Куда мы вышли? О, икра заморская. Икра лососевая. Ё-моё. Вон маленькая баночка такая вон. 699 рубликов. 115 грамм.
Вон маленькая вот такая вот. Вот такая вот. 699 рублей. 115 грамм лососевая. Ну такая, наверное, вообще сумасшедшие деньги стоит. Есть вон имитация икры. Какая-то, да? Или что там? Такие цены примерно. Так, все, мы тут все посмотрели, по-моему. Ладно, мне уже жарко. Надо будет это вот так, выход. А, лук еще. Лук показать, почем он. Лук у нас. Лук стоит 68 рублей килограмм. Вот такой пакетик. 800 граммов 60 рублей стоит. Ну все, выходим. То я сейчас потею вот здесь. Вот здесь. Вот тут, кстати, касса есть. Вот это самое обслуживание. Вот это вот сам ложишь и пробиваешь. Так. Маленькая. Додо пицца. QR-код проверяем, что ли. Так. Ну понятно, чтобы не заразили. Хотя вот в автобусе, если едешь, да, в автобусе, там такая, ну, там такое столпотворение, и никто никаких QR-кодов, да что такое, а, здесь такая тугая, и никто никаких QR-кодов не спрашивает в автобусе, пока едешь, там все что угодно можешь подхватить, давка такая. Так, ну все, идем дальше. Гуляем, погрелись. Нет, жарко даже, я говорю, там одежда-то на мне, конечно, надета достаточно. Штаны вот эти вот с подтяжками такие теплые. Ух. Еще здесь скользко. Можно упасть. В мороз-то падать вообще не прикол. Не рекомендую. Дом какой-то древний, Кирова, 33. Такое. Какое-то учебное заведение, среднее, специальное, что ли. А вот этот тоже старинный дом такой какой-то. Его обшили профлистом. И сейчас он выглядит довольно симпатично снаружи. А причем его обшили, по-моему, только вот с лицевой стороны, да? А там он где-то там внизу. Ну здесь тоже обшили, да? Так, доктор плюс. Медицинский центр. Даже не знаю, что. Получается, врачи сидят вот здесь вот у нас. Ух, газует. Смотрите, сколько от него дыма. Вот видно, да, реально, сколько от транспорта. Вот, видали, да? От транспорта сколько вот этого выхлопных газов. Вот у нас зимой видно замечательно это. Поскольку воздух холодный, он сгущенный. Этот дым. А это ведь все справа. И сколько машин ездит, смотрите. Это машин-то ужас сколько ездит. И все они вот эту гадость эту испускают в себя. Получается, мы вот в этих какашках, в этих выхлопных газах ходим, живем. Представляете, да? Какая жизнь горожанина тяжелая. Так. Тонус-клуб. Где тренироваться вам, пожалуйста, можно. Культурой. Розален. Цветы. Цветы, ё-моё. Доставка, вот, пожалуйста, вам. 727-149. Цветы. Розален. Роза одна по 49, пожалуйста. Ипотека 1%. Это что такое?
Ипотека от 1%. Это что же? Ипотека, блин. Тут таких уже ипотек, по-моему, когда они были-то? О, Озон, тут, значит, получается, пункт выдачи Озон здесь. Надо запомнить. Вот здесь вот, по Лермонтово. Или подвинуться, что ли. Почему-то тут ковровой дорожки нету с этой стороны. А скользкая. А, отклеилась она, видать, да? Отклеилась. Ее приклеивают вот такими. Зато здесь есть ковровая дорожка. Блеск все-таки питья и рукоделия. И тут есть ковровая дорожка. Так, ну что там? Кто что пишет-то? Почитаем хоть. Приветствую из Европы. Только позавтракал, разомлел, а тут такой экстрим с утра. Минус 50. Да, да. Всем привет из Крыма, из Уфы. Привет. Уфа-Сити. Сергей Малоев. Всем привет. Привет. Николай Баландин. Тима, привет. Привет, Николай Баландин. 2 рубля разница между социальными и несоциальными. Ну да, я тоже удивился. Что-то социальный хлеб 600 грамм 47 рублей. А несоциальный получается 49 там, рублей, ага, и 700 граммов. Да, у нас, конечно, дороже все. Все дороже. У нас логистика сложнее. Пока до Якутска тут довезешь, это же сколько мы тут, как на острове живем, получается. Целое дело. Самолетами, если завозить, то вообще дорого. Как бы, а транспортом, это все равно надо сколько бензина сжечь. Ну, сейчас железная дорога у нас вообще-то, да, как бы есть. Ей возят, но все равно все это расходы. И как выяснилось, оказывается, что когда железная дорога, что-то ничего не дешевеет, нифига. Потому что цены дорожают. Добро пожаловать. Фанера, карнизы, шпаклевка. Вот что так? А, строительный магазин какой-то. С 9 до 19. Ух, а что там такое светящееся? Интересно, вон там он. А, это они просто повесили эти гирлянды, вон гирлянды повесили. Они светятся на дом. Вон там елка у них стоит. Это вот мы напротив стадиона Туймада сейчас. Напротив стадиона Туймада. Вот, вот это окна там светятся стадиона Туймада. Там за ним парк культуры и отдыха наш. Ну а мы с вами спускаемся по этой лестнице. Так, мне надо немножко перехватить. Куртка у меня задубела моя. И она сейчас так вот шуршит нехорошо. Как бы не треснула. Ну я вот захожу периодически погреться. Ну что, я вот сегодня, хотя рабочий день, вторник, да, но все-таки решил вам показать атмосферу города вечернего Якутска. Днем я там тоже еще поснимал. Посмотрите потом, я смонтирую видео на площади. Люди подъезжают. На машине, конечно, что, удобно взял, подъехал, там тепло в машине, вышел. А так вот пешочком ходить, конечно, не камельфо, без привычки. Как бы, ну, надо маску вот на лицо, чтобы согревало нос, чтобы не отморозился. Щеки, нос. В принципе, можно и ходить. О. Вон машины, пробка из машин, ё-моё. Видали, да? Так, у нас хлеб тоже по разной цене, самый дорогой 5 евро, но очень вкусный, прямо из печки, да. 5 евро, это, наверное, прилично, да. 1 евро 80, сколько сейчас, 5 рублей 1 евро. Да, но это очень дорогой хлеб. Но даже самый дешевый хлеб все равно дороже, чем у вас. Да. Джон Кеннеди, 1917. Это в честь президента у вас ник, да? Вот смотрите, вот это вот
гараж уличный называется Наташа. Наташа его так прозвали. Ну вот из синтепона. Так, машину закрывают, она там стоит и тарахтит немножко. Таким образом, там температура внутри салона, двигатель, главное, не замерзает, и салон. И удается вот так вот в эконом-варианте рядом где вы находитесь, машину держать. Еще вот такое количество машин, конечно, раньше не было возможным без этих Наташ. Потому что кто водит машину, необходимо было иметь гараж какой-то рядом, допустим, или где-то гараж теплый. Или металлические гаражи утепляли туда, или тент ставили, обогреватели там как бы находились. То есть таким образом, да, то есть сложно было. Это все гараж стоит, деньги там немалые, поэтому было малодоступно. А сейчас, в принципе, вот благодаря таким Наташам, которые укрывалом, да, укрывают, которые стоят где-то примерно, ну, 12, так, 15 тысяч, там, в зависимости от типа вашей машины, ага. Там они еще под машины, под разные. Так, вот мы находимся сейчас напротив Ледовый дворец. Вот, блин, я не вижу. Эляй-Батур, да? Угу. Эляй-Батур. Так, кто это написал? Бензин в России тоже гораздо дешевле, чем в Европе. У нас, например, он почти в 2 раза дороже. Да, я слышал. Ну, а сейчас сколько там? 50-60 рублей за литр, по-моему, да? Бензина там в зависимости от его вида, да, типа бензина. Так. Или 55, уже 50-то нет, по-моему. Ну, да. В Европе все. Ну, у нас как бы страна-то добывающая. Мы, в общем-то, на этом, на всем, на нефти, на газе сидим, живем благодаря этим продажам. Там, как говорится, сырьевая страна. В основном, ой, доходы-то от добычи ресурсов у нас. Ух ты, тут как красиво. Смотрите, цветы. Оба-на. Цветы видали, да? Все украшено у них. А там цветов-то сколько, а? Смотрите. На улице минус 50, а вот там цветы. Пожалуйста, вон. Так, а что тут интересного вообще есть? Я вот первый раз здесь хожу, кстати. Стоматология. Пломба. Пломба. Она что, закрыта, что ли? Похоже, да. Это вообще листик белый какой-то. Пломба. Да, и окна не горят. Видать, она не работает. Так, а здесь что такое открыто? Уют начинается с двери. А, тут двери продают, да? Двери, понятно. Галерея дверей, магазин. До 19 работает. И какая прикольная здесь дверь тоже поставили. А здесь что? Центр развития ребенка Бэмби. Бэмби. Так, куда мы пришли? Куда мы пришли? Сейчас посмотрим. Вот для маломобильных граждан вот такая тут есть, значит, дорожка специальная, чтобы можно было спуститься, подняться. Так, а здесь в розницу и по оптовым ценам, что это? Эконом-мыч-продукты. Эконом-мыч-продукты. Вот они напишут такую вывеску, да, экономыч там, что-то еще, а заходишь и смотришь, и нифига не экономыч. Для чего пишут? Она вообще работает, нет? До 23 часов. Там вот такой приличный у них. 12 минут.
экономить. Бурят, говядина 135. Без сои. Калининградская 133. Так, шпроты 56 рублей. Где это? Паштет это или что это? 194, 107. Что еще здесь есть? Да, если бы не мороз, я бы, конечно, не заходил. Сайра сколько стоит? Тихоокеанская 103 рубля и 109 рублей. Сайра 106. Сок добрый 101 рубль. Сыр какой-то продается 673 рубля. Черный принц. А не разбирайте. Все равно не досыживает. Так, что? И все. Есть магазин. Нет, такой вот ресторан. Вы его засунули. Мелкая. Ладно, сходим. Ого, где вы там? Ой. Здесь есть вот вода. Чистая питьевая вода. Самолет, бензин. Самолет или что это за шум? А, шум? Ну, сейчас это шум был этого. Дороги вообще. Ну, у нас иногда эти взлетают самолеты, поэтому шумят, да, бывает. Но сейчас здесь мы просто рядом с интенсивной дорогой идем. Тут много машин по ней перемещается, поэтому возможно шум. А потом бывает еще какие-то обогреватели вот в домах стоят и так гудят. Так, что, идем. О, смотрите, опять пробка здесь. Вон оттуда, через всю улицу, через пол улицы. Ну, час пик, понятное дело, сейчас сколько, 6 часов, да, сколько я там, не знаю, времени. У нас вечер. Так, здесь вот остановочка. Вот тут вот можно уехать куда-нибудь на автобусе. Ну, а мы с вами чуть дальше пройдем. Вот это вот светящееся такое красивыми огнями, это торговый центр Палладиум. Вон он там светится красиво так. Так, что там? Сейчас к перекрестку подходим. 11 смотрит. Извините, конечно, что качает, но приходится всяко разно мне телефон этот держать рукавицами. Сегодня пробовал, я снимал шортс, когда без перчаток. Вообще там ролик-то минутный получается, не больше какие-то, даже меньше секунды, там сколько-то секунд дается. Вот за это время, пока я снимал, там минуты 2 у меня руки просто окоченели. Просто окоченели за 2 минуты. Представляете, да? Какие ощущения. Так, а это у нас перекресток улиц. Это улица Октябрьская. А это улица Лермонтова. Так, давайте переходим. О, боже мой, что тут творится-то, а? Кошмар какой-то. Страшно ходить вообще. Машины тут со всех сторон. Все куда-то торопятся, спешат. Ё-моё, блин. Вообще этот Новый год, конечно, он такой вредный праздник. Все куда-то затовариваются. Это еще сегодня какое? 21 число? Да? Ой, мне тут не подняться, да? 21 число.
21, да? Это до Нового года у нас 10 дней ровно осталось, да? Вот сейчас. Это еще не пик. Вот это мне звонит. Так, сброшу. Расфокусировался телефон. Так, смотрите, надо навести. Ну, наводись-то, ё-моё. Придется в тепло заходить. Что-то не хочет. Смотрите, камера отказала у меня. Расфокусировал. На морозе не хочет фокусировать. А, вот. О, нормально. Палладиум. Палладиум. Торговый центр большой такой. Тут всякие магазины. Всякие. Интересно, тут QR-код. У них интересно здесь подсветка вот такими прожекторами. Вот видите, да, прожектора. 4 штуки, их светит. Фасад освещают. Здание. О, ковровая дорожка. Все как положено, как для президента. Елка с игрушками. Носки, вот тут кто-то подарок должен, Дед Мороз, что ли, Санта-Клаус принести, положить денежку или что там, конфетки. Вот. Что, как вам? Нормально, да? Минус 50, так, вход, где тут вход? Выход, вход, не поймешь, где тут, вот это вход, да? Вот тут QR-коды проверяют, а я туда не буду заходить. Нафиг не надо мне. Там, короче, куча магазинов. Какая-то здесь статуя стоит. Статуя древнегреческий какой-то, или кто это? Женщина же. Женщина это. Женщина-воин. Щит. Вход вот там, вот, пожалуйста. Ну там люстра всякая. Еда продается. Вообще-то зайти мне что? Я тут давно не был. Показывать, да? Прямее надо брать. Нормально, да? До февраля у меня способность проходить волшебное помещение, а потом придется еще раз укалываться. Ух ты, Элсис, смотрите, какая здесь красотища, да? Смотрите, что тут делать? Как будто в другой мир попал какой-то. Тут смотрите, у них какие-то вот эти вот деревья, да, есть. Ух ты, все светится. Да, на Новый год сейчас вот светодиодные тут все. Ой, как ярко-то, а? Ярко-то как, а? Ух ты, люстра какая. Смотрите. Для какого дома это? Такая квартира у меня такой высоты. А тут люстра такая. Да. Это куда-то. А, вот сюда надо. С висюльками. 5500. Прикольно, да? Висюльки такие. Это с этими. Как называют? Лампа настольная, светильник. Да. Но все равно дорого. Ой. Что-то у них как-то. А вот можно такую повесить ленту на елку, и она будет вот так вот бегать всяко разно программно. Здравствуйте. Сколько это люстра? О, у нас с хорошей скидкой 68 640, а стоила 98. Там еще двухметровая получается. Ничего себе. Нормально, да? Нормально. Тоже какая-то прикольная, 23 тысячи. А где такие деньги взять? Вопрос. Так, ладно, выходим. А тут что, дверной маркет, двери.
Двери. Почем сейчас двери? Это межкомнатная, да? 10 тысяч. Такая вот простая дверь. 10 тысяч стоит. Дверная 6800. 10 300. Так, а эти где? Вон железные нас интересуют. Ух ты, это даже для этого, да? Для чего это такая? На роликах стеклянная дверь. Упадет она скоро в продаже. Короче, 12 косарей надо. Вот на такую межкомнатную дверь. Межкомнатная, да? 13 тысяч. А это что? Тоже межкомнатная? Тоже. Да, сейчас что только не делают, а? За ваши бабки любые ковришки. А вот это вот двери эти железные, входные двери, 30 тысяч. Так, о, подешевле. Ну это солиднее металл будет, чувствуется. А по этой стучишь, тоже нормально. Вот ключ такой, 19600. Под дерево, да? 27700. Ух ты, сколько у него тут этих замков-то, а? Раз, два. Так, поворачивается. Хоп, туда-сюда. Да сколько вылазит. Раз, два, три, 4 оборота. А еще вот это здесь. Раз, два, три, 4. Сделано в России, кстати, надпись. Ну что, симпатичная. Но стоит она 27 700. Еще с установку надо, сколько-то там денег. Она же тяжеленная, ее надо привезти, ту демонтировать, дверь старую. А что с этим кодовым замком? Samsung. 23200. Что-то такое. Эконом вариант какой-то. Тоже, в принципе, неплохая. Но у нее всего один этот замок один. Ну, это куда такая-то? Совсем засов слабый. Дверная 12 тысяч. О, это вообще большие какие-то. Так, что там еще есть? Ух, сколько их здесь дверей-то, а? Обалдеть можно. А вот 17600 дверь с 2 ключами. Раз, два, три. Раз, два, три, 4. 4 оборота тоже. И этот тоже, да? 4 оборота. Еще тут это есть, да? Это вот эта закрывашка. Получается, вот она закрывает. Это вы внутри закрываетесь на это. А можете еще замками закрыться. Слушайте, если настолько замков закроетесь, вас фиг кто откроет. Так, а что еще хорошего здесь? Ух, какой материал прикольный. 28 800. Ну, свою зарплату целиком месячную на одну дверь такую надо потратить для частного дома. Ух ты, вообще 42 тысячи. Ничего себе, термоцефия. Термозащитная. Терморазрыв по коробу. Повышенная шумоустойчивость выживания. Да. Ух ты, только она толстенная-то какая. Балдеть можно. Там еще резинка тут есть. Ё-моё, бордер. 42 900. Да, нормально. А вот попроще есть 6975. Межкомнатная. У нас со стеклом
Не нравится мне это стекло. Зачем оно нужно? Только в коридоре свет туда падает. Так разобьется и все. Вот это стеклянная. 4600. Да. Ну, понятно, все, идем дальше. Елки у нас живые, дешевле. На метеостанции Якутска 45-46 нету. Минус 50. Ну, у нас город-то большой, смотрите. И метеостанция Якутска, она находится в Гемейне. Да, это где район Сайсар туда. Аэропорт находится в другой стороне совершенно. Вот в аэропорту всегда погода холоднее, температура холоднее. Там потому что рядом с рекой и проветривается все. Поэтому там сегодня зафиксировали 51 градус. Так. Игрушки какие-то. Ладненько. Это мало интересно. Ну и что, и там, короче, 3 этажа тоже всяких вот этих. Ну это сейчас, может, к вечеру чуть потеплело, а утром было. Почему объявили этот самый актированный день? Потому что минус 48 было зафиксировано утром в 6 утра. А днем сегодня я смотрел, минус 49 было. Так, самура. Ух ты, тут смотрите, фонтан какой-то есть. Прикольно, да? С той стороны где-то течет. Класс, да? Водичка здесь. Так, тут есть проход, эскалатор на 2-й этаж. Пойдем туда. Интересно мне. Короче, выходим отсюда на улицу. Погрели телефон, можно идти дальше. Так. О, Сафатент, вот смотрите, да? Принимаем заказы на портативные гаражи и палатки любого размера. Вот такие. Видите, да? Вот у них тут. Кстати, вот здесь находятся они в Палладиуме, 2-й этаж. Так что кому нужен такой вот портативный гараж? Да, холодно. Холодно. Вот сейчас я готовлюсь, подготавливаюсь к выходу наружу. Для этого у меня есть такие перчатки. Ой, рукавицы, что я говорю, рукавицы. Сейчас я их одену и пойдем дальше погуляем. Туман, холод. Вообще температура ощущается. Есть вот реальная, да, температура, которая на градусе у вас. А есть температура, которую ощущаешь. Вот она ниже, как правило. Она зависит от влажности воздуха и влажности и ветер какой, силы ветер. Если ветер сильный, то ощущение значительно хуже получается. Вот у них прожектора светят, смотрите. Здание подсветочку делают. Ух, ладно. Одна такая большая пробка, я смотрю, на Лермонтова. Смотрите, что творится. Несмотря на мороз, и каждая машина вот эта вот, да, она же сколько из нее, вот сейчас вот посмотрим просто, сколько с нее вот этих вот выбросов ядовитых сзади. Видно вам, да?
Вот, двигаются, и от каждая парит она. Вот этой гадость из нее выходит. А еще здания тоже, они же нагреваются, тоже с них пар выходит и так далее. И все вот это комплексы, вот это выхлопные газы от машин, плюс от теплых зданий, пар там и так далее, то, что исходит, все это вкупе смешивает, создает вот такой вот туман у нас. Когда температура за минус 40, он начинает сгущаться, вот эта вся субстанция, да, и мы ее прекрасно вот можем видеть. Так, тут не грохнуться надо, скользко, накатанная дорога. Вот у них реклама, кстати, вот мы в двери заходили, сейчас вот там висит реклама вот такая вот. Так, а тут вот деревяшечки, вот, прикольные такие вот, ретро, каких-то там 50-х, 60-х годов постройки. О, ну вот у них люди живут, и, в принципе, много людей, кто живет в таких домах. Там целые районы в городе, целые районы. В районе там 17-го квартала, где строительный рынок, потом в районе там Сайсары, тоже Залог, так далее. Авиагородок, там тоже у них хватает таких вот домов. Но они все покосившиеся, как правило, уже у них фундамент уже поведенный. В принципе, их все надо к чертям сносить. Вон, даже видно так прямо. И когда заходишь к ним туда, там пол кривой, короче. Что-нибудь положишь, бутылку на пол, она катается туда, покатилась куда-то. Северное сияние, продукты. Северное сияние. Вот магазин 18+, опять же, северное сияние. Алкоголь здесь продают. Так, и что я хотел? Я хотел вот сюда зайти, если меня тут собаки не загрызут. Мы сейчас тут немножко поснимаем, походим. Смотрите, дом, кстати, отделан такой типа чешуи рыбья, да? А у вас сухой холод. У нас сухо, да, как бы, да. Сейчас я отвечу. А у вас сухой холод или влажно? Нет, у нас сухо, относительно сухо, да, поэтому и ветра особо нету, поэтому как бы мороз он не особо. Но все равно руки замерзают моментально, тело, если его не защищать от холода. Вот здесь вот райончик такой вот. Смотрите, машина какая-то едет. Но здесь уже люди такие живут, которые не могут себе позволить жилье благоустроенное в каменных домах. Вот еще остались здесь такие строения. Вон там у них туалет даже есть. Туалет уличный. Темно. Вот. Ё-моё. Лишь бы на меня только собачки не напали. Так, мусорка. Все, опасно ходить. Вот дом какой-то. Ё-моё, жуть. А, вот эта помойка, они сюда сливают свои отходы, которые выносят. Тут запах такой жуткий, непередаваемый. И тут кто-то не донес, разлил помои свои. Где-то же. Летом здесь так вообще трэш, тут тванизма такая жуткая. А вот помойка тоже у них. И вот туалет на улице. Вот туда можно сходить, но я уже не буду. Мы же
без дверей. Просто заходишь и все. Вот они сюда свои это выкидывают. А что, дом расстеленный уже, что ли? А нет, окна светятся, смотрите. Окна светятся. О. Так что здесь еще люди живут. Ну, на втором этаже, по крайней мере, живут. Первый этаж я не знаю как. Их расселяют, конечно, уже. Кто может, выезжает. У кого денежки появились. А так, у кого денег нету, вот здесь вот живут они. В таких условиях. Ну, это еще нормально. Как бы, да. То есть это в городе. Здесь попроще у нас с работой. Как бы, да, совсем этим. Ой, кто-то прямо помою вылил, тут не доходя. Ё-моё. И скользко. Ой, это сейчас мы выйдем на Вилюйский переулок. На Вилюйский переулок. Вот у них тут жизнь. У них тут свои заборчики. Там, конечно, вот можно что-то типа двор. Велосипед, машину поставить туда. В принципе, свои плюсы есть, да? Свои плюсы. Ну, а так в целом, конечно, их уже надо всех сносить, такие строения. Людей куда-то переселять. Потому что это не дело, конечно, жить. Тут какие-то машины заброшенные. Ну, ничего себе, вон там даже спутниковая тарелка у них. Ну, а это Вилюйский переулок. Туда вот, если дальше идти, я не пойду туда. Там кладбище будет, городское, Вилюйское кладбище. Вилюйское кладбище туда дальше. Вот эти вот всякие там магазины, ну это, как они называются, эти, перед кладбищем, которые с ритуальными, со всякими штучками. Так, ладно, выходим отсюда. Так, тут вообще скользко, до жути. Скользко, до жути. Тут был барак, вот на этом месте стоял, где эта дорога. Его сейчас снесли. Барак этот снесли. И сейчас вот здесь вот пустырь. Наверное, что-то будут строить. Тут довольно территория приличная такая, пустая. Так, сейчас мы сюда вот зайдем. В этот дом. Я потому что хочу еще туда дальше пройти. По Лермонтова. За перекресток улицы... Фу, как она? Петровского. Петровского. Это у них прикольно, смотрите. Такие лампочки, все так дорого-богато, да? Светят у них. Сейчас зайдем с вами, погреем. Сейчас я уже замерз, и телефон, я чувствую, тоже уже замерз. Если не зайти, то он просто вырубится. Кстати, предупреждаю, может телефон замерзнуть и выключится стрим внезапно. Поэтому такие вот вещи. Так, тут что у нас? Тут фейермаркет. Кстати, сюда можно зайти. Что у меня? Рублей елка. Со скидкой. Такая вот. Метр 80. Вот такая 3500. Ну, Дед Мороз есть. Дед Мороз 2380. Здесь подешевле. Вот такой вот 1530. Это кто? Снегурка, что ли? Снегурочка. 225. Венки разные.
новогодние. Вот эти вот, как называется, куда Санта-Клаус должен вам подарочек принести. Носок с Новым годом. Какие-то украшения такие вот. И фонарик продается вот такой. Хороший. Но он стоит 476 рублей. О, утеплитель. Утеплитель термоком 5 миллиметров. 161 рубль метр. Можно утеплять что-нибудь. Стремянки есть, да? Ну-ка, почем стремянки здесь? Такая вот металлическая 1861, если карта есть хозмаркета. А повыше 2200. Такая, в принципе, для дома хватит, если у вас невысокие потолки. Тут ремонт делать. Так, ну понятно. Ага. Все тут с этим делом. Выходим. Отсель. Дождик есть, вот 33 рубля, кстати. Недорогой шина. Даже за 30 рублей есть вот такой. А такие по 26 рублей вот такая самокороткая. Так, это мы тут, по-моему, больше-меньше, да, больше-меньше. Но он довольно тесный такой магазин, тут больше-меньше вообще. Я раньше сюда часто заходил, а сейчас уже тут редко. Сейчас только зашел. Нужно корзинку взять и пройти сюда. Вот тут. Короче, фишка этого магазина в том, что чем больше покупаешь, тем дешевле у вас цена товара. Есть вот такая лапша доширак. Так она стоит 28 рублей. А если 9 пачек возьмете, 25,48. Так, а тут сколько это? Корм. 130. О, что, красный ценник. Ага, привет, коренной крымчанин. Кола с продажи, красный ценник, 130 рублей. Смотрите, какие здесь завалы. Привет, коренной крымчанин. Да, захожу, греюсь. Ага. Привет из Иркутска, очень знакомые родные места. Мы много лет прожили в Якутске, сейчас на пенсии уехали в Иркутск. Привет, Анна, Аннушка. Привет, коренной крымчанин. Да, захожу, греюсь. Сильно-то я не замерзаю. Мне главное зайти, надо телефон погреть, чтобы он не окочурился. А то вырубится же просто и все. И стрим сразу завершится автоматически. Так, ладно. Что там еще у нас есть хорошего? Длинный магазин. Винишко. Правильно, да? Так. Коньяк. Так, вот тут кружки-то есть коньяк у них. Я вообще видел, что здесь уже продается, да? Еще какой-то столичный симферопольский завод. Есть. Что-то не вижу. Сейчас посмотрим, какие вина есть. Водка. Водка 275.
особо и выбора нет никакого. Пиво. Крепкие напитки в основном. А вина ничего нет. А вот здесь вот много где. Здесь посмотрим. А вот она. Вот она. Массандровское вино он продает. Вина Крыма, вот, пожалуйста. Такая бутылка 289 рублей, если одну, а если три, то 260 рублей. Мускат полусладкого вина Крыма. Где его делают? Так, такие мелкие буквы. Так. Республика Крым, Ленинский район, село Останино. Останиное село. Вот это Массандра есть. Вот эти вот ликерные. Седьмое небо князя Голицына. Вот, пожалуйста, хорошие. 646 за бутылку. Лакрима Кристи 629. Херес Массандра 743. Мадера Массандра 775. Портвейн белый Алушта 625. Портвейн красный Алушта 564. А вот это хорошее вино. Мускат белый красного камня. Вот оно котируется. Мускат белый красного камня. 960 рублей бутылка. А вот тут церковное удельное ведомство есть. 431. Вот, короче, массандровские вина здесь продают. По таким вот ценам. Шампанское. Ну, по-моему, Новый Свет здесь нету шампанского. Здесь вот Абрау Дюрсо, еще всякие разные шампанские есть. Всякие разные винные напитки, вернее, это газированные. Так, ладно. Выходим. А тут что же нужно? А, это... Фух. Так, все, ладно, уходим. Телефон у меня погрелся. Короче, выходим. Так тесно у них здесь. Сейчас такие тесные переходы между этим. Ну, тара есть, коробки пустые. Кому надо. Когда коробки нужны бывают. Мне надо опять. Что? Это на громко, то 5 секунд. А, не, занято. Громко парень, он МТС хочет. А здесь тоже, смотрите, магазин Лермонтов, винотека. Винотека, зайти что ли? Вот, интересно, когда. Еще буду. Не любят, когда снимают. Где шампанское? Там дальше, да? А есть Новый Свет шампанского? Да, вот они. А, вот есть, да? А, понятно. Я бы вам рекомендовал Парадизио. Парадизио, это что, новое, да? Традиционная брюк. Новый Свет, да? 440. Даже с печатью, да? Новый Свет. Прикольно. Шардоне Брют Резерв. Они же выдержанные, да, Да, по-моему? если выдержанные. Он выдержанный, наверное, 3 года. 3 года, да? Да. Выдержанный 3 года. А. У него отменный вкус. А легкая, 2014 это вот год, да? Да. Год именно самого этого урожая и когда они положили его в бочку. То есть, получается, у вас полусладкое розовое, да, есть? Полусладкое белое, полусухое белое, брют белое, экстра брют, да? 916 рублей, да? А это Голицын, это где его? Питер, да, или где? Санкт-Петербург? А, Это Кубань. Кубань, да? А что написано Санкт-Петербург?
Это само название именно этого оттуда, да? завода, да, который, ну, не Лев завода, а именно Галинский. предприятие, да, скажем так. Ага, понятно. Все виноградники у них находятся на Кубани. Мгм. А это тоже Абрау-Дюрсо, Кубань, да, понятно все. А вот золотая балка есть, тоже крымская, по-моему, Это да? крымская, да. Хорошая. Тут 18 рублей. Это какое у нас полусухое, а вот еще полусладкое есть. А вы какие больше предпочитаете? Полусухое, скорее всего. Ну, вот Брют-то кислые он как бы, да? Нет, вот этот вот он не кислый вообще. Да? У него потому что шардоне, Ага. это такой сорт они выбрали. Потому Ага. что если его правильно как бы собирать, правильно Ага. делать, то он обладает очень хорошим естественным сахаром. Да? Вот. И вот именно его я пробовал, и скажу Мгм. вам, оно не такое сухое, оно прямо ощущается как больше полусухое, да? И Ну, оно ну, очень ну. приятное, мягкое и такое чистое, легкое. Вот. Да. Поэтому рекомендую больше. Ну это эталон типа, да, Да. всех шампанских, да? Ну да, вот именно российских, да. 400. Мгм. Понятно. Так, а коньяки где? Вот здесь вот. Они все вот здесь. Да. Начиная вот отсюда, вижу, кончаю там. Ага. А это что, у нас коньяки уже делают, что ли, золотая кутия? Или это... Они делаются в Дагестане. А, сегодня Дагестан, да? Пензенский район, да. Ага. Ну, это по заказу, да? Да. Я Вот так эти понимаю. хамусы, они делаются в Армении. В Тоже Армении. по заказу. Понятненько. Так. Эти всех я бы вам рекомендовал больше именно идживан. Какой? Ну, вот это идживан. Эти идживаны или вот эти вот А. идживаны. Вот, например, семерка, десятка. Больше всего именно их. Армянский это чисто Да. коньяк, да? Да. Это, выдержка 7, 5 лет, да? Мгм. А это Это 10 лет. 10 лет, иксом, да? Наверное, вообще насыщенный вкус, да? Такой? Очень насыщенный, интересный вкус. Много не выпьешь за раз. Ну, я обычно и не пью так много, чтобы за раз. Ну, коньяк, да, в количестве таком не пьешь. Белая, это Молдава, да? Молдова. Из молдавского винограда, но делается в Беларуси. В Беларуси? Да. Да вы что? Как интересно. А что, в Молдавии уже не делают, да? Коньяки? Там уже, нет, насколько я знаю, там Беларусь вроде разорился или что-то в том роде. Да? Да, Молдавия, поэтому, что, раньше такой коньяк был шикарный Да, да. вообще. На всю страну Но потом они покупали. уже перестали его выпускать. И сейчас уже Беларусь выпускает. Понятно. Потому что цивилизационно в Молдавии уже все было. М. Вина, да? Так, это все импорт, да? Да. Импорт. Вот это вот это новогодний, да, есть? Да, это новогодний А, просто коробочка, да? Да. Карди. Угу. Это еще вина, да? Это австралийские вина. Какие? Австралийские. Австралия, понятно. Австралийский, Австралия. Это другой континент. Мгм. А крымские вина у вас где? Вот тут, да? Из них у нас есть Валерий Захарин. Ага. И Это все Фатисаль. автохтонное, да? Да, Фатисаль, ну и Большая Ялта. Ага. А Массандру Нету. нет у вас, да? Нету. Это Фатисаль, Это это Фатисаль. где у нас делают? Танковое, А Бахчисарайский. вы какие больше любите? Красные, белые? Смотря под что, под какую еду, конечно. И то хорошо. А вот это что за Ялта какая-то появилась? Большая Ялта, литр целый, да? Розовый Да, мускат. из них я бы вам рекомендовал больше вот этот шардоне белые сухие. Поинтереснее. 400 рублей, да? Мгм. 406 рублей. Просто остальные, они
слишком сладкие. Слишком... ну мускат он, конечно, будет сладкий. Белое сухое. А он не сильно кислит, а? Нет, не сильно. Сильно, да? Шардоне они очень Кислота все-таки. Ага. Огурец, мускат. Тоже, да? И тоже бутылочки такие ласты. Это маленькие миниатюры. Тоже вино, да? Да, это красная пулпа. То есть можно взять, попробовать чисто, да? А потом уже большие такие. Ну, у нас таких нет больших. Ну, понятно. Подойти еще. Большой выбор очень. Так, ну что, вы там еще 6 человек, да, смотрит. Все так рассказали. На Парадизио почти такая же цена. Ну да, вот тут у нас, пожалуйста, приезжайте на Лермонтова. Магазин Лермонтов, кстати, винотека называется. Ну, библиотека. Так, я перчатки, слушай, рукавицы не одел. Ой, и этот не застегнул. Как так я вышел-то, а? Не подумал. Вообще, сейчас если я обморожу все тут. Потом чем я буду? Без пальцев-то плохо жить. Фрукты, овощи вон построили. Будку и тут продают фрукты. Ох, так, это мы с вами подходим. Сейчас здесь перекресток улицы Лермонтова и улица Петровского. Сейчас я вам тут дом покажу интересный. Тут люди живут еще или нет? Уже выселили. Ну, жили. Тут у них печка дымила. Смотрите. А тут в чем особенность? Тут линия электропередачи, как бы, да, а по правилам что-то там на расстоянии 30-50 метров от нее ничего нельзя, чтобы находилось, как бы, какие строения высоковольтные. А на что уже тут выселили людей, похоже, да? Ну, наверное, ага. Все, уже ничего не горит, тут ставни. Все, а то жили же. Мы этой зимой еще жили. Ну, как вот, которая перед летом была, жили. А сейчас уже все. Раньше у них тут печка пыхтела. А сейчас все получается, да, все. Похоже, что уже никто здесь и не живет. Серии вот этих старинных домов, какие у нас постройки еще при царе были. Вот тут забор сохранился такой древний. Вон, наклонились эти уже эти бревна-то наклонились. Ну и вот тут линия электропередачи высоковольтная. Прямо под этой линией электропередачи это здание. Вот долго тут люди жили, не сносили его. Так, а нам, смотрите, нам надо перейти на ту сторону. Вот тут переход есть. Ух ты, какой трак здоровый. Здоровый трак, смотрите какой. Вон собачки бегают. Какое оно есть. Ё-моё. Мощная такое, такая. И как паровоз, у нее там этот дыму, как у паровоза, блин. Раньше паровозы были вот так же. Это улица Петровского. Вот в том направлении, если ехать, там будет Сайсары. Район Сайсары, Якутск. Интенсивное тут движение, конечно. Вот такое вот. Вот они надымили-то, а? Сколько там мне? Секунд 9, да? 8. Тут перейти. 4, 3, 2, 1. Старт. Пошли. Надо еще посмотреть по сторонам.
Время отводится немного, надо успевать. Ох, его. Теперь вот на эту сторону переходим. И там я сажусь на автобус и еду. А уж дальше не пойду. Устал я ходить сегодня. Перекресток улиц Петровского и Лермонтова наблюдаем. Так, 3, 2, 1, пошли. Двумя руками телефон держу, чтобы он меньше дергался, конечно. Плохо то, что вот это вот 16-й поехал автобус. Плохо то, что во время стрима стабилизация не работает, поэтому такая болтанка происходит. Вот. Трансформаторная подстанция, гудят там трансформаторы. Прямо слышно отсюда. А она какая-то мощная развязка у нее. Много киловольтная. Тут даже кто-то залазил из детей там. Его прямо шибануло. И все, капец. А что залазили? Ну по глупости, что залазить. Там если киловольты напряжение, там близко подойдешь, уже тебя убивает. Ох, ну ладненько, что, будем сейчас ждать автобуса. Надеюсь, тут у них вот эта умная остановка работает, то есть показывает, сколько минут до автобуса. А то я сейчас с телефона стримлю, у меня программа-то на телефоне, я не могу ей воспользоваться. Так, вот она висит. Это табло. Так, остановка называется у нас Ростелеком. Время сейчас 19:31. А местного времени якутского. Так, 35 через минуту. 16 через 7. Пятерка через 4 минуты. 25 через 10 минут. А семерки почему нет? Мне все семерка нужна, конечно. Так. 16,6 минут ждать, ё-моё. Вот это 35-й. 35-й. Пока я буду стоять, телефон-то у меня вырубится. Просто-напросто. Люди заходят. 19:30. Машин все не меньше транспорта. Смотрите, а тут люди живут. Вот эта двухэтажка, у них тут вот эта вот бочка сверху, у них тут душик свой есть. Душ, представляете, вышли оттуда. И на улицу душ. Правда, тут рядом с дорогой, не знаю, тут загазованность, вообще жуткая, конечно. Загазованность. Смотрите, сколько машины, от каждой машины сколько тут выхлопных газов. Плохо видит, снимает. Да. Там он киоск с фруктами. Если фрукты вам нужны, пожалуйста, зашли. Купили, заодно погрелись. Уху, вот так вот стоять. Вечером у нас автобусы реже ходят, поэтому стоять дольше приходится. А еще мороз, так ё-моё, вообще. Проедут, встанут, дальше едут. Ну сейчас у меня точно телефон откажет. Ё-моё, блин. В таком морозе. Хотя я рукавицы не держу. И чувствую, что моего тепла не хватит. Так, сколько там минут осталось мне?
16 через 4 минуты приедет. Пятерка через 2. Но пятерка мне абсолютно не нужна, конечно. Пятерка. Так, еще работает телефон, посмотрите. А, все, слушайте, все. У меня 2% заряд. Все, давайте, до свидания. Все, всем пока, все. Смотрите новые видео на канале. Будут выходить, ага. Всем пока с Якутска. До новых встреч. Окей, завершить трансляцию.